Башкортостане гроза сожгла целую деревню и едва не уничтожила еще одну, но жители смогли отстоять населенный пункт и ликвидировали опасность. Что делать, если нагрянула стихия? Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами заместитель председателя аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Сергей Нагорный. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как часто в последнее время вам поступают звонки о столкновении стихии? В последнее время, скажем, достаточно часто. Это определяется высокой температурой наружного воздуха. И, как заявляют синоптики, это следствие смещения теплых воздушных масс. В связи с этим происходят какие-то катаклизмы. Это сильный ветер, шквалистый, с усилениями ураганы, сильные ливни, дожди происходят. Вот это, мы видим эти явления природные, скажем, в течение этого лета они регулярно возникают. Что происходит дальше после того, как на телефон экстренной службы поступил звонок? Если на телефон экстренной службы приходит звонок о помощи, начинается обрабатывать этот сигнал. При необходимости эти сигналы поступают в ближайшие аварийно-спасательные, поисково-спасательные отряды, либо какие подразделения противопожарной службы. Ну а далее уже реакция. Выезжают спасатели, выезжают пожарные, и на месте определяется, каким образом и что делать, как помочь людям. Но в любом случае, на любой вызов, на любое какое-то несчастье или какую-то чрезвычайную ситуацию следует реакция. Спасатели, пожарные работают. Сергей Анатольевич, давайте проговорим меры безопасности, никогда не лишним их снова повторять вновь и вновь. Если шквалистый ветер, как правильно себя вести на улице? Если шквалистый ветер, и вы находитесь, скажем, в городе, да, это или поселок, или населенный пункт, в любом случае, пожалуйста, держитесь подальше от деревьев. Если есть возможность, зайдите в дом, в здание любого типа, в подъезд, зайдите. Держитесь подальше от рекламных щитов, баннеров, недостроенных каких-то построек. В том числе опасность представляют даже остановки общественного транспорта. Постарайтесь укрыться. Если вы вдруг едете на автомобиле и возникла необходимость остановиться, постарайтесь убрать ваш автомобиль от деревьев, потому что, или от других конструкций, потому что возможно падение. Если вы не надо передвигаться вдоль стен, потому что с крыши могут сорвать шифер, черепицу, она слетит вниз и получите травму. Это основные такие требования безопасности. Как уберечь при этом детей? Дети должны быть с вами, и для них действуют те же самые правила безопасности. Укрыть детей желательно в капитальном строении. Это дом, частный, капитальный какой-то многоэтажный строение. В любом. Главное убрать их с улицы. Если гроза и молния, Сергей Анатольевич? Если гроза и молния, вы на открытом участке, не пытайтесь спрятаться под высокими деревьями, отдельно стоящими, линиями электропередач, столбами, водонапорными башнями. Постарайтесь от них отойти подальше. Что можно сделать? Это можно спуститься во овраг, какую-нибудь низину, низменное место. Главное не оставаться в поле, извините меня, один. Это привлечет молнию. Обязательно. Не пытайтесь лечь на землю при этом, потому что у вас увеличится площадь, в которую могут попасть молнии. Пытайтесь скрыться. А каким образом уберечь себя в низине, во враге? В низине сядьте, на корточке обхватите колени руками и попытайтесь принять такую позу эмбриона. Это самая малозаметная такая цель будет для молнии. Вот мы вначале уже обсудили, что в Башкирии целая деревня сгорела из-за грозы, да, ну и кроме того, в Уфе были случаи, когда молния ударила в дом и уже начался после этого пожар. Какие меры нужно принять, чтобы безопасной была территория непосредственно дома и близлежащая? Должна быть молниезащита, это стандартная ситуация, да? И даже в домах проводка заземляется. Именно и выводится на землю то, что называется земля. Вот все дома должны быть защищены. Если эта молния вас, на улице гроза, и вы остались в помещении, закрывайте окна, закрывайте форточки, двери, не пользуйтесь электроприборами, не подходите к окнам в данный момент. Не пытайтесь разговаривать по связи. В любом случае это может привлечь электрический разряд, и вы получите травму. Стоит ли дома выключать электроприборы в этот момент? Стоит.
стоит, потому как если разряд молнии попадет в электрическую сеть, то это будет скачок напряжения, и ваши приборы просто-напросто сгорят, выйдут из строя. Мгм. Я понимаю, что лесные пожары – это не профиль Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, да, но тем не менее, какие-то общие рекомендации, как обезопасить жилище. Все-таки у нас большая часть республики, ну вот половина почти, да, это сельские жители. Как обезопасить жилище? Выкосить сухую траву. Так называемая опашка есть. Это значит с помощью трактора и плуга пройти эту, либо свой дом, либо целиком населенный пункт. Так называемые полосы минерализации, когда посыпают грунт вокруг населенного пункта, он не позволяет гореть. В том числе пожар не может распространиться. Следующее, иметь устойчивую телефонную связь для того, чтобы вызвать экстренные службы. Следующий момент. Возможно, сейчас у нас много таких так называемых добровольных пожарных дружин, которые имеют пожарную технику, которые проводят тренировки, которые могут работать. Ну, это вот основные. И, естественно, если вдруг у кого-то случился пожар, работают вокруг все люди, все соседи сбегаются на это место, правильно? Для того, чтобы предотвратить переход пламени на соседние помещения, вернее, жилые строения, нежилые строения. Тогда уже пожар будет всеобщий, и его уже будет очень трудно погасить. Сергей Анатольевич, вот по работе, да, вот что вы видите наиболее травмоопасные, смертельно опасные, какие стихии, вот что происходит? Стихия самая, на мой взгляд, это огонь и вода, как ни странно, да, противоположные вещи. Огонь – это смертельная стихия, вода не менее смертельная стихия. Люди гибнут, и гибнут достаточно много, в том числе дети. Поэтому вот основные, я считаю, все-таки это стихия, это огонь и вода. Грозы – это тоже страшно и бывает травмоопасно или смертельно опасно, но тем не менее это не настолько, скажем, распространено в нашем регионе в том числе. А вот огонь и вода – это самая распространенная такая. Какие профилактические меры принимаются? Противопожарная служба занимается профилактикой, противопожарная служба занимается тушением пожаров. В течение года, это ведь, скажем, круглогодичное мероприятие, в том числе, вы знаете, автономный пожарный извещатель устанавливается, с людьми проводится беседа, вручаются, ну, листовки, буклеты, это нормально тоже. Просто главное до людей довести, что причиной пожара может быть та же самая неисправная проводка, печь, которая неисправна. Вот такие мероприятия проводятся круглый год. Что касается воды, начало купального сезона, люди начинают тонуть. Мероприятия то же самое профилактически проводятся по местам неорганизованного так называемого купания. Там, где запрещается купаться, выставляются аншлаги. Приезжают комиссии местных муниципальных образований, проходят по этим местам. Они знают, где у них люди собираются, где они находятся. Проводятся беседы. Опять же, элементарные вещи, вручаются листовки, в том числе и детям, где написаны правила, как спасти человека на той же воде. Что надо делать, когда человека достали из воды, правила реанимации. Вот такие мероприятия проводятся. Естественно, наша служба аварийно-спасательная выставляет так называемые посты в местах, где людям нельзя купаться. Стоят группа спасателей, имеющая соответствующее оборудование для спасения, для оказания помощи, наблюдают за людьми, оказывают помощь, любую помощь, в том числе, даже если необходимо привязать палец. Это все происходит на местах. Это самые такие, ну, я считаю, они и действенные. Я не говорю, что выступления в СМИ, на телеканалах и радио это проходит. И все, даже вплоть до того, что в мечетях священнослужители обращаются во время молитвы, напоминают людям, что безопасность их в их руках. И главное, чтобы основное, я считаю, это дети, внимание за детьми, которые пришли, чтобы они не отходили от взрослых. И второе, к сожалению, такая категория, это употребляющие спиртные напитки, им просто нельзя в воду лезть. Это первейшая категория, которая тонет. Это, к сожалению, дети и те, кто употребляет на берегу.
Спасибо вам большое, Сергей Анатольевич, за такой подробный рассказ. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был заместитель председателя аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан при региональном госкомитете по ЧС и Сергей Нагорный. Мы обсуждали, как соблюдать меры безопасности, если нагрянула стихия. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.